Здравствуйте, туркменистанцы. Начну с анекдота. К Гурбангулу Бердымухамедову приходит гадалка и говорит: у меня к тебе две новости. Одна хорошая, другая плохая. Какую сказать первой? Он говорит: скажи плохую. Гадалка говорит: твой сын на выборах получит меньше 3%. Гурбангулы взялся за голову и спрашивает: а какая хорошая? Гадалка говорит: никто об этом не узнает. Все мы отлично понимаем, что Сердар Бердымухамедов при проведении настоящих выборов не получил бы и 3%, даже под давлением на бюджетников, если бы были настоящие выборы. Потому что народ уже настолько устал, настолько ненавидит эту семью, что больше 3% у него получить было бы нереально. Месяц, как прошли эти выборы, и никаких изменений к лучшему. Хотя изменения могли быть с первого дня. Элементарно на уровне указов можно было решить самые важные вопросы. Для этого даже не надо много времени. А если Сердар Бердымухамедов не знает, какие изменения необходимы в первую очередь, я могу подсказать. Здесь изменения, которые необходимо реализовать срочно. И для них ничего даже не надо особенного. Это элементарные человеческие нормы, которые просто нужно привести в порядок. В случае, когда другой человек, нормальный человек, был бы у власти, в этих изменениях даже не было бы и вопроса. Они бы произошли моментально. Но в случае Сердара Бердымухамедова эти изменения не происходят до сих пор. Эти наши человеческие нормы нам до сих пор не возвращаются. Подумайте. Сейчас, даже сейчас, когда Бердымухамедов-младший еще не прибрал к рукам всю власть, пока государственный аппарат его еще полностью не принял, даже сейчас он не возвращает наши нормы, наши человеческие нормы. А когда он приберет к рукам весь государственный аппарат, не надейтесь на хорошие изменения. Их не будет. У нас заберут все наши права до единого, чтобы сделать нас бесправными и безголосыми. Вы должны понять одно. С каждым промедлением, с каждым лишним днем время работает против нас. Да, я понимаю. Народ притаился и ждет, пока он сделает грубую ошибку. И сами работники органов понимают, что данная ситуация, которая разворачивается в Туркменистане, ни к чему хорошему не приведет. И пока мы будем молчать, они будут смеяться над нами и будут понимать, что с нами они могут делать все, что хотят.